Уважаемые коллеги, еще раз, по данному законопроекту информация, что не потребуется денег из государственного бюджета, я считаю абсолютно неправильной. Правительство не посчитало сумму. Не уточнено, сколько из нашего дефицитного бюджета, 28 миллиардов практически, еще неизвестно, сколько кредитной помощи придется брать. Ложится на плечи. Поэтому, уважаемые коллеги, я считаю, что данный законопроект принимать даже морального права на сегодняшний момент мы не имеем. Более того, мы все говорим о судебно-правовой реформе. Все вопросы должен решать суд. А здесь инициаторы предлагают досудебное ограничение доступа к информации передать государственному органу. Понятно, что нужно уполномочить орган, создать штат, иметь определенное оборудование. Это уже расходы из госбюджета. Информация о том, что не потребуется средств или они точно неизвестны, да, абсолютно недостоверна. Еще раз, на плечи провайдеров ляжет покупка оборудования. Они эту нагрузку финансовую перенесут на граждан, на пользователей интернета, на каждого кыргызстанца, как удорожание услуг интернет. Готовы сегодня к этому? Абсолютно нет. Это только финансовая сторона. Есть еще правовая, правозащитная сторона. Есть еще неурегулированный досудебный порядок, который искусственно создается. То есть мы кодексами ограничили правоохранительные органы, чтобы не было беспредела во всех действиях, а здесь даем лазейку. Это абсолютно нелогичная позиция правительства, которая не соответствует логике судебно-правовой реформы. Еще раз хочу отметить, второе, третье чтение вместе принимать нельзя. В режиме ЧП и ЧС регламент допускает, если это касается вопросов экономической деятельности и безопасности. Где здесь вопросы экономической деятельности? Только с минусом для граждан и бюджета. А вопросы безопасности только в минус гражданам. Как раз это создает небезопасную обстановку в обществе. Очень много проблем. И еще хочу отметить. 10 секунд. Эта борьба похожа на борьбу с призраками, потому что на самом деле сейчас идет попытка бороться с критикой, обоснованной по провальным инициативам правительства по всем фронтам, и в здравоохранении, и в экономике.